В эфире программа «Актуальное интервью». В стране внедряется национальная система квалификаций. Что это такое, для чего это нужно, о современных тенденциях развития рынка труда и системы независимой оценки квалификаций мы сегодня поговорим с гостем студии, заместителем генерального директора Национального агентства развития квалификаций Марией Юргелас. Она в эти дни приехала в Якутск и участвует в работе форума под названием «Рынок труда и национальная система квалификаций в республике». Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу, во-первых, хочу спросить, поясните, что такое национальная система квалификации, вот для чего она нужна? Национальная система квалификации, основное слово – это квалификация. Это механизм, который позволяет сопоставлять сферу труда и сферу образования. То есть это мост между рынком труда и образованием. Это спрос на квалификации, которые предъявляют работодатели с одной стороны, и, соответственно, предложение по квалификациям, которые выдает наша система образования. И участники этой системы все мы, как соискатели и работники. А кто в первую очередь заинтересован в этой системе? Да? То есть это работодатель, соискатель, государство или у каждого есть своя заинтересованность? Когда мы говорим о национальной системе квалификации, мы говорим о квалифицированном персонале. Я думаю, что все перечисленные участники, и государство, и работники, и работодатели, все заинтересованы в квалифицированных кадрах. Для государства это основа развития экономики. Для работодателей это получение прибыли и рост производительности труда. А для работников, естественно, это их заработная плата, ее уровень. Получается, что заинтересованы все стороны. А вот что такое профстандарты и обязателен ли переход? Профессиональные стандарты – это система учета квалификаций. Мы живем в системе справочников квалификационных, это ЕТС, ЕКТС. Я думаю, что служба занятости понимает, о чем я говорю. Это механизм достаточно старый, утвержден еще в СССР в 1985 году. Естественно, появляются новые профессии, новые технологии, и учет квалификации, учет кадров должен уже переходить на другую систему. Поэтому профессиональные стандарты – это более современная система учета квалификаций. А с точки зрения обязательности, Трудовой кодекс устанавливает обязательность наряду со справочниками только для категорий работников, которые получают льготы, а также есть 584-е постановление правительства об обязательности применения профессиональных стандартов для предприятий и организаций госсектора, где доля государства более 50%, а это будет обязательно с 1 января 2020 года. Так что это достаточно большой процент, где необходимо будет внедрять профессиональные стандарты обязательно. А в какие сроки необходимо провести этот переход? На самом деле переход уже происходит. В первую очередь это связано как раз с подготовкой к обязательности профессиональных стандартов в государственном секторе, так как мы понимаем, что это достаточно длительный процесс, и за несколько месяцев невозможно это сделать, так как нужно проанализировать организационную структуру предприятия, посмотреть, соответствует ли текущая квалификация персонала требованиям профессиональным стандартам, возможно отправить на переобучение и так далее. Соответственно, это достаточно длительный процесс. С другой стороны, советы по профессиональным квалификациям, это отраслевые советы, очень активно заменяют позиции справочникам, позиции профессиональных стандартов. Соответственно, во многих отраслях уже профессиональные стандарты становятся единственной системой учета квалификации. А размер заработной платы будет зависеть от квалификации? Мы надеемся, что действительно, чем выше, это естественно экономический принцип, да, что чем выше квалификация, чем больше выработка, тем, соответственно, уровень оплаты выше. А кто в регионах уполномочен вести работу по оценке квалификации работников? Согласно принципам системы, вне зависимости от региона, отраслевые советы по профессиональным квалификациям выбирают организации, которые уполномочены проводить оценку. Мы называем их центры оценки квалификации. Вся информация содержится в реестре центров оценки квалификации. Это независимый информационный ресурс, интернет-сайт, который поддерживает Национальное агентство по развитию квалификации, где можно получить достоверную информацию, легитимную, о том, кто в регионе уполномочен проводить оценку по каким отраслям. На данный момент в Республике Саха-Якутия у нас 3 центра.
оценки квалификации. Как раз сегодня утром мы торжественно открыли Центр по оценке квалификации офисных работников. И после этого интервью мы открываем центр в сфере жилищно-коммунального хозяйства. А, кстати, вот эти услуги, вот они платные, да? Откуда идет финансирование? Финансирование оценки может проходить как за счет работодателей, которые направляют своих работников на подтверждение квалификации, либо за счет самого работника, если он хочет пройти это самостоятельно. По текущему налоговому кодексу предоставляются льготы для работодателей и для работников, это вычеты в налогооблагаемую базу. Соответственно, такие условия созданы. Кроме того, на ближайшую перспективу в течение нескольких лет предлагаются дополнительные льготы по налогам, по открытию центров оценки квалификации, разработки профессиональных стандартов и оценочных средств, а также для работодателя льготы по налогам не только для его текущих сотрудников, но и для соискателей, выпускников, для того, чтобы стимулировать вот эту вот еще большую связку между сферой образования и сферой труда. То есть получается, что пока это все идет на добровольной основе, да, будет ли это обязательным? Да, мы сейчас не говорим, добровольно или нет. То есть случаи, когда есть альтернатива независимой оценки, это внутренняя аттестация на предприятии. Но в силу того, что внутренняя аттестация проводится на основании данных из квалификационных справочников, когда запущен процесс замены позиций справочников на профессиональные стандарты, соответственно, не будет и во многих случаях уже нет оснований для проведения внутренней аттестации. Поэтому независимая оценка остается единственной альтернативой для проверки и подтверждения квалификации. Но вы, наверное, посещали не только нашу Якутию, да, а насколько вообще активны регионы по внедрению вот этой системы и как у нас дела обстоят в Якутии? Сама система началась разработка в 2012 году, но уже активное внедрение, когда появилась нормативно-правовая база, закон о независимой оценке 238, который вступил в силу с 1 января 2017 года. То есть в течение 2 лет мы занимались пилотированием, было подключено 20 регионов, и сейчас мы даже уже отказались от понятия пилотный регион, так как на данный момент уже более 40 регионов присоединились к системе. В каждом федеральном округе уже есть региональный методический центр, работа будет продолжена, поэтому действительно регионы активно включились в работу. Якутия, Республика Саха-Якутия также активно включилась в работу. Мы уже на протяжении нескольких лет сотрудничаем. И вот как раз сегодня, да, то есть мы в течение нескольких дней проводим форум по тематике национальной системы квалификации. Да, как раз очень много участников, как со стороны регионального правительства, так и со стороны работодателей, представителей образовательных организаций. То есть виден не просто интерес, да, а уже обсуждались конкретные вопросы по применению профессиональных стандартов, да, вопросы обязательности, последствий, если вовремя не внедрить профессиональные стандарты. То есть видно, что уже мы не просто теоретически говорим, да, о системе квалификации, а уже обсуждаем конкретные жизненные проблемы. Это очень здорово. Вот очень важный вопрос, а как в отдаленных населенных пунктах это все будет проходить? То есть мы можем пройти обучение как-то дистанционно или нужно куда-то ехать? Да, национальная система квалификации сейчас рассматривает вариант создания виртуального ЦОК онлайн, да, для того, чтобы как раз минимизировать затраты, связанные с физическим нахождением. Кроме того, профессиональные стандарты, они отраслевые, то есть они не по территориальному признаку. Поэтому вне зависимости, где находится человек, да, существует инструмент, во-первых, критерий его оценки, да, это квалификация, это профессиональный стандарт, и, соответственно, возможность пройти эту оценку. Система еще развивается, конечно, не во всех населенных пунктах есть осведомленность, но так как много очень людей задействовано, да, из разных сфер, поэтому я надеюсь, что система будет развиваться и в ближайшее время, то есть все будут как минимум проинформированы о профессиональных стандартах и независимой оценке квалификации. А какие задачи для региона может решать внедрение систем квалификации и как это повлияет на рынки труда?
Мы как раз один из вопросов был, как пример, что есть, предположим, определенный процент безработных, но в то же время есть определенный запрос на трудоустройство. И эти данные не совпадают с точки зрения квалификации. Поэтому национальная система квалификации, основная задача – это повышение производительности труда, повышение кадрового потенциала, да, квалифицированного персонала, это возможность определить, чего не хватает, определить нужную программу дополнительного образования, переквалифицироваться и занять достойное место на рынке труда. Это также очень важно для малозащищенных слоев населения. Это безработные, лица предпенсионного возраста, да, когда достаточно сложно бывает трудоустроиться, потому что нет понятия, какие требования квалификации предъявляет работодатель. Да. Есть позиция, да, но каковы требования. И если у меня этих требований нет, но я хочу их получить, что мне нужно делать, куда обратиться, чтобы повысить свою квалификацию. Поэтому это основные задачи, которые можно решить в том числе и с помощью инструментария национальной системы квалификации. То есть в том числе, получается, эта система поможет сократить уровень безработицы, да? Конечно. А вот во всех ли сферах разработаны профстандарты и как они будут формироваться для новых профессий, ну, к примеру, в IT-сфере? На данный момент существует 34 совета по профессиональным квалификациям, и система продолжает развиваться, потому что мы понимаем, что отраслей экономики гораздо больше, чем 34. Действительно, сейчас с развитием цифровой экономики встает вопрос внедрения цифровых компетенций в различные отраслевые профессиональные стандарты. Если говорить отдельно по IT-рынку, то создан совет по профессиональным квалификациям в области IT, уже разработано 33 профессиональных стандарта, и по 22 проводится оценка квалификации. Это профессии программиста, тестировщика, менеджера проектов и так далее. Вот в Якутске проходит форум. Какие наиболее актуальные вопросы там обсуждаются и на чем делают акцент? Мы принимали участие в нескольких секциях. Была отдельная секция по системе образования. Я проводила секцию по системе внедрения профессиональных стандартов. И основные вопросы были, конечно же, со стороны предприятий относительно обязательности применения профессиональных стандартов, также о том, какова процедура разработки и актуализации профессиональных стандартов. Представители центров оценки квалификации вместе с представителем образовательных учреждений обсуждали вопрос, насколько уровень тех, кто приходит сдавать экзамены, да, соответствует тому уровню, который предъявляет профессиональный стандарт. И мы договорились, что по итогам серии этих мероприятий будет подготовлена резолюция с предложениями по внесению каких-то изменений, дополнений в национальную систему квалификации с учетом специфики региона Республика Саха-Якутия. Спасибо вам большое. Успешной работы форума. Вы смотрели «Актуальное интервью».